С момента старта приемной кампании более 3000 абитуриентов подали документы для поступления в Ингушский государственный университет. Работа приемной комиссии для отдельных категорий еще продолжается. Больше 8000 заявлений от абитуриентов. Только на одно лечебное дело подали более 400 заявок на поступление. В этом году желающих получить образование в Ингушском вузе в 2 раза больше, чем в прошлом году. Приемная комиссия в эти дни работает в усиленном режиме. Одни абитуриенты ждут конкурсного отбора, другие еще доносят документы. Самую востребованную профессию на сегодняшний день выбрал Муслим Идиев. Небольшой опыт работы на удаленке у молодого человека есть, плюс огромное желание. Информационные системы и технологии учу стали аналитики. И в этих диш докудика хэцу арадишом. Занял часов дикт направление диктативус и в этих диш тачи хвалачи атахэцу война хайри. Дикхор, хо занг возинца направление диктативус хожус. Я хочу до хамди ваши дяди. Дядян дашнанд аз и конкурс яхкэц спискайри. Поступают в Ингушский государственный университет не только абитуриенты из нашей республики. Вуз выбирают и именитые спортсмены. Тренер отдела по спортивной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной школы Олимпийского резерва решил поступить в магистратуру спортфака ИНГУ. Мне очень нравится Северо-Кавказский регион в целом, потому что ваш регион, он отличается именно в нашем единоборстве. Вот такой именно менталитет, именно у вас менталитет победителей. Я по характеру приверженец этому менталитету, потому что все мои спортсмены, как правило, победители первенства Европы, мира, в данном случае чемпионат мира мы выиграли. Вот. И поэтому в этом плане ваше подрастающее поколение, оно мне интересно. Я готов, соответственно, поделиться своим опытом и поработать с вашей молодежью, совместно с вашими тренерами. Уже известны промежуточные результаты приемной кампании. Вуз провел зачисление абитуриентов, которые пользовались приоритетом при поступлении. Это целевая, особая и отдельная квоты. И лица, которые пользуются правом поступления без вступительных испытаний. Списки уже опубликованы на сайте. Мы принимаем оригиналы документов об образовании до 3 августа. Это для тех абитуриентов, которые уже подали сюда, в Ингушский государственный университет, уже свои документы. Вот. Теперь будет у нас идти формирование списков. Уже мы делаем списки, каждый день обновляются они, эти списки. Вот. Выгружаем данные из сервера федеральной информационной системы. Это баллы или какие-то там результаты индивидуальных достижений, которые в свое время не были выгружены по каким-то техническим причинам. Ну, представляете, огромная масса информации идет с сервера, поэтому каждый день идет обработка информации и вывешиваем списки. Для подачи заявления нет необходимости посещать приемную комиссию лично. Достаточно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. В этом году к серверу подключены 1022 российских вуза, в том числе и наш Ингушский госуниверситет. Абитуриентов просят воспользоваться электронной подачей документов и лично отслеживать результаты конкурсного отбора. В этом году распоряжением Миноборнауки страны внесены некоторые изменения в порядок поступления в вузы. В прошлом году абитуриенту надо было писать согласие о зачислении, потом еще оригиналы доносить. В этом году абитуриент расставляет приоритеты по своему направлению, а согласие о зачислении уже писать не надо. Это ошибка у многих, потом многие абитуриенты приходят и говорят, что хотят написать согласие там и так далее. В этом году зачисление проходит по приоритетам. Хотелось бы напомнить всем, что согласие писать не надо. Вы подаете оригинал документа, абитуриенты, точнее, подают оригинал документа и согласно приоритетам проходит зачисление. После 3 августа в ИНГУ не будут принимать оригинал документов, поэтому абитуриентам нужно поспешить. С 4 по 9 августа будут готовы приказы о зачислении по общему конкурсу бюджетников. Продолжается прием документов от абитуриентов, которые планируют заключить контракт с Ингушским вузом. Лида Цычоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.